Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. У студыі для вас працуе Зміцер Лукашук, і гэта сумесны стрым Еўрарадыё і е-прамовы, які, як звычайна, можна не толькі слухаць, але і глядзець праз аккаунты Еўрарадыё ў сацыяльных сетках Facebook, Аднакласнікі, ВКонтакте, на канале YouTube. 12 красавіка айцішнікі беларускія сустрэліся з кіраўніком краіны Александром Лукашенко, і падчас гэтай сустрэчы агучылі сваё бачанне, як неабходна рэфармаваць сістэму адукацыі. Сярод прапаноў вывучэння англійскай мовы з першага класу, прычым каб урокі былі 5 разоў на тыдзень, віртуальныя класы, іх стварэнне і яшчэ шмат чаго. Пра тое, ці патрэбна такая рэформа адукацыі сённяшняй сістэме адукацыі, мы і пагаворым з маім госцем у студыі. А гэта вядомы рэпетытар Евген Левянт. Добрый дзень, спадар Евген. Добрый дзень. Вы слухали, читали, як там адбывалася сустрэча Александра Лукашенко з прадстаўнікамі парка высоких технологий? Что яны казали, что пропановывали наконт реформы? Да, конечно, я читал, мне это было очень интересно, поэтому я и видео, и тексты в разных СМИ, я все прочитал. Для меня это очень важно и актуально. Ну, тое, что вы звярнули увагу на вот такие прапановы, гэта зразумела. А якая была у вас реакция, калі вот вы прочитали тое, что пропановывают айтишники? Смотрите, во-первых, ну, реакция... Первая реакция позитивная, потому что я неоднократно уже говорил, что, наверное, за последние лет 10, наверное, 12, я не знаю ни одного интересного, позитивного, конструктивного события, которое случилось с нашей системой школьного образования. Ну вот вообще ничего не знаю. Самое позитивное – это то, что школы продолжают строить, сами здания. А вот школа как событие, как что-то такое новое, хотя бы одна, какие-то новые учебники, новые программы, которые действительно чем-то отличались от предыдущих и были адекватны 21 веку. Ну вот я вообще не могу придумать каких-то достижений, или назвать, точнее, не придумать, назвать какие-то достижения нашей школьной системы образования за последние лет 12, наверное, а может и больше. Поэтому мои надежды, и я об этом тоже несколько раз уже говорил, связаны с парком высоких технологий, с развитием IT-бизнеса в нашей стране. Я буду очень рад, я буду приветствовать тот факт, что IT-индустрия будет способствовать возрождению нашей системы образования. Тогда давайте вот от самого... от зямлі, от корней. То есть сегодня мы маем такую ситуацию у системе адукации, что ей, ну, фактично, жыццёва необходная реформа. Понимаете, в чем дело? Эта реформа необходима не только парку высоких технологий. Она не является необходимой только для IT-сектора. Она жизненно необходима, вот как вы правильно сказали, для нашей страны. Не для какого-то отдельного сектора, она для нашей страны необходима, потому что вот когда в прошлый раз меня приглашали, я просто перечислял те страны, в которых произошли те или иные радикальные, конструктивные реформы системы образования, и это все наши соседи, близкие и далекие. И нету ни одной страны в мире в настоящий момент, где реальная реформа экономики не сопровождалась бы реальной реформой системы образования. Вот просто без единого исключения. Вы называете любую страну на экономический уклад, который вы хотите равняться, или вы хотите что-то такое, ну, взять из этого уклада, или просто как пример. И я гарантирую 100% в этой стране произошла или происходит конструктивная реальная система школьного образования. Везде, кроме как у нас. Добра, калі браць асноўныя прапановы, якія агучылі айцішнікі, як я ўжо сказаў, англійская мова з першага класа і 5 разоў на тыдзень, электронны дакументазварот, віртуальныя класы.
З гэтага трэба пачынаць вот тую рэформу, про якую вы зараз кажаце. Смотрите, мне кажется, что вот то, что я прочитал в СМИ и услышал, это несколько вырвано из контекста. Давайте поймем, что это было совещание не по проблемам, связанным с системой образования, а это, как я понял, было совещание, связанное с развитием IT-сектора нашей страны и парка высоких технологий. И проблемы образования обсуждались как важнейшие, но все-таки это одна из частей этого обсуждения. Да? То есть, поэтому я думаю, что вот то, что вы перечислили, это не было предложение о реформе системы образования, что вот именно в этом она и заключается. Да? Люди просто обменивались идеями, чтобы в дальнейшем их как-то конкретизировать и систематизировать. То есть я думаю, что это вот просто некоторые идеи, и ни в коем случае не система. Дело в том, что у меня есть такое... счастье, что ли, быть знакомым с некоторыми из лидеров нашего парка высоких технологий и счастье общаться с ними. Это абсолютно незаурядные, выдающиеся люди. Тех, с кем я не знаком, но я вот читаю их выступления в прессе, я вот увидел у них, они абсолютно не зашорены в том плане, что вот их только интересует IT-сфера и больше ничего. Наоборот. Например, на этом совещании присутствовал Леонид Лознер, который говорил, насколько я знаю, о планах создания университета. И в его публичных выступлениях и в наших частных разговорах он, например, выступает за создание университета в полном смысле этого слова, с фундаментальной наукой, причем не только в точных науках, но и в гуманитарных. Он считает это крайне важным. И не только он, да, то есть руководители крупных IT-компаний и публично, и в частных разговорах никогда не говорят о том, что нас интересует только вот набрать бы еще 1000 или там 5000 рабочих рук, чтобы они сидели, кодили, и чтобы они знали английский язык, чтобы общаться со своими сотрудниками или, неважно, клиентами, руководителями компаний со всего мира. Никогда такого не слышал. Наоборот, все говорят о том, что система образования должна быть многогранной, она не должна сводиться только к точным наукам, к изучению точных наук и только к английскому языку. Думаю, что вот здесь СМИ несколько вырвали из контекста, как бы самые яркие моменты. Да? Тем более, что если мы, опять же, говорим об IT-сфере, посмотрите, как они выстраивают свои проекты. То есть, это классика. Там техническое задание, альфа-версия, тестировка, бета-версия. То есть они вот понимают, что неважно, какой проект они выстраивают, это такой длительный технологический процесс, когда вот не вперед шашки наголо и там давайте всем введем английский язык. Я не думаю, что вот предложения были именно такого рода. Но, наверное, стоит задать вопрос, постараться задать вопрос тем, кто это предлагал, чтобы они напрямую отвечали, а не слушать мою интерпретацию событий. Но вот мое видение, что было именно так. Ну, магчыма, але ведаеце, як у нас чыноўнікі працуюць. Яны вот пачулі нешта. Вот як у выпадку з Ярославом Романчуком падчас вялікай размовы, калі там жартам Александр Лукашенко ему сказал, так возьмите колхоз, а ён праз тыдзень пайшоў в адміністрацыю прэзідэнта, ему далі спіс з 3 калгасаў. Хочаш, вот давай, мы тут, Лукашенко, прэзідэнт сказал, мы тут вам подготовили. Так и тут можа быць. Пачулі, вот журналісты так пачулі, чыноўнікі так пачулі і скажуць, давайте з наступнага навучальнага года, з 1 класа ва ўсіх школах англійскі і 5 разоў на тыдзень. Наколькі гэта нормально было? На мой взгляд, я надеюсь, что так не случится, потому что, с моей точки зрения, 5 уроков английского языка для всех насильно не нужно. На мой взгляд, вот эти непрерывные реформы, когда профильные классы закрывали, открывали, гимназии сейчас вот в стадии закрытия, они привели к тому, что часов английского языка для тех, кому он действительно нужен, стало меньше. То есть, на мой взгляд, вполне достаточно, чтобы 5 уроков английского языка были, с 1 класса. Но для учеников профильных классов, гимназий
и, может быть, как курсы по выбору в школе для тех, кто хочет этим заниматься. Ведь посмотрите, какая глобальная проблема. 5 уроков английского языка – это не 5 уроков математики с точки зрения экономической. Потому что урок математики проводится сразу для всего класса, а класс сейчас в среднем по 30 человек. Проводить урок английского языка даже для группы в 15 человек это тратить время практически впустую. Группы должны быть 8, максимум 12 человек, будем считать максимум 12 человек. Иначе КПД урока критически мало. Итак, если класс 30 человек, а в группе 12, значит, класс надо поделить как минимум на 3 группы. Представьте себе, какое количество учителей английского языка надо найти к 1 сентября 2019 года. Это нереально. Вот это было мое другое пытание. Это нереально. Где возьмешь? Да, это нереально. Во-первых, их и за 2, и за 3, и за 4 года их тоже не подготовишь. Во-вторых, я сейчас скажу парадоксальную мысль, которая мне пришла в голову, и, возможно, меня скажут, что я не очень умный человек, и, может быть, именно в первую очередь об этом скажут айтишники, но я все-таки ее произнесу. Смотрите, когда-то инженер без знаний таблиц Брадиса, как работать с таблицами Брадиса, без знания, как работать с логарифмической линейкой, без знаний, как делать чертежи сложнейшие на огромных листах бумаги, на ватмане, с помощью которой крепился к Кульману. Это было нереально. Сейчас современные молодые люди даже вообще не очень понимают, и современные инженеры, что такое таблица Брадиса или что такое логарифмическая линейка. Современные переводчики, самый известный Google переводчик, да, современные какие-то другие устройства, представим себе, что скоро появится достаточно совершенный гаджет с синхронным переводом, который крепится в ухо, да, и представим себе еще очки какой-нибудь такой виртуальной реальности, когда вы смотрите текст на английском языке или на иностранном языке, он автоматически переводится. Я не удивлюсь, если через какое-то количество времени, причем достаточно 5-10 лет, сложно сказать, вот эта потребность в знании английского языка, но она не будет столь актуальной. Я не удивлюсь, если будет так. Когда-то считал, что логарифмическая линейка – это такое достижение человечества, без которого, благодаря которому инженерная мысль не то что шагнула на много шагов вперед, но она все стало быстрее. То есть инженеры смогли гораздо быстрее обсчитывать свои проекты. Так вот, я вполне допускаю, что так произойдет. И что тогда? Тысячи учителей английского языка останутся без работы, а молодые люди, которые сейчас учатся в школе, и их родители, кстати, вот как сейчас задается вопрос, а зачем мне ваши логарифмы в таком количестве? Или зачем мне ваша тригонометрия в таком количестве? Возможно, может быть, я говорю, что моя мысль абсолютно идиотская, я вполне допускаю. Возможно, мне будут говорить, а зачем мне столько английского? Знаю я 200, 300, 500 слов и present simple, и мне достаточно, а все остальное за меня сделает машина. Я допускаю, что это так. Поэтому... Но, опять же, я не думаю, что речь шла о том, что представители ПВТ сказали, с 1 сентября по 5 часов английского языка всем подряд. Я знаю немножко. Можна я вас перерву? Да. Ми зараз вийдемо на невеличкую паузу, короткий випуск новинок на Єврорадіо. Я нагадаю, що у нас у гостях репетитор Євген Левянт. Протягнем праз хвилину. Еўрарадыё. Гэта толькі актуальная інфармацыя, аналітыка, музыка і крытыка. Мы незалежная крыніца інфармацыі ў тваім рэальным жыцці. Мы першае рок-радыё Беларусі. Мы 24 гадзіны ў інтэрнэце і на спадарожніках. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца. Еўрарадыё. Навіны наша справа.
Вітаю каротка пра асноўныя падзеі на гэты час. Александр Лукашенко сёння даў інтэрв'ю турэцкаму інфармацыйнаму агенству Анадолу і распавёў, што мае намер абмеркаваць на перамовах з прэзідэнтам Турцыі Реджепом Таіпом Эрдаганам найважнейшыя пытанні стасункаў Беларусі і Турцыі. Ён заявіў, што лічыць кіраўніка Турцыі сваім братам, а таксама падкрэсліў, што Беларусь зацікаўленая найперш у міры і стабільнасці на Донбасе і ў суседняй Украіне ўвогуле. Надпісы на магілах паўстанцаў 1863 года ў Вільні будуць усё ж і па-беларуску. Пра гэта паведаміў міністр культуры Літвы Миндаугас Квяткаўскас. Нагадаю, што 500 дзеячоў грамадства і культуры Беларусі ў сакавіку звярталіся да прэзідэнткі Літвы Далі Грыбаўскайтай і дамагаліся, каб надпісы былі таксама і па-беларуску, і цяпер яны будуць па-беларуску, літоўску ды польску. Ад 13 траўня ў Мінску пачнуць адключаць гарачую ваду на час. Еўрагульня ў чэрвені, каб не пакідаць без гарачай вады спартоўцаў ды заўзятараў, зробяць перапынак ад 18 чэрвеня да 4 ліпеня, а потым адключэнні працягнуцца. Графікі іх вы можете прачытаць на euradio.fm. Пацяпленне ў Беларусі пачнецца ў гэты аўторак. На гэтым тыдні ў дзень тэмпература паветра вырасце да 15-17 градусаў. Гэтак заўтра будзе вецер да 14 метраў на секунду ў дзень. Уначы тэмпература паветра складзе ад -3 да +5, у дзень +9, +15, паведамляе Белгідраметэацэнтр. Святлана Адзінец, служба інфармацыі Еўрарадыё. Euraradio.fm. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. У студыі працуе Зміцер Лукашук і разам з маім госцем, рэпетытарам Евгенам Алевянтам, мы абмяркоўваем прапановы айцішнікаў па, уже так было пададзена як рэформе сістэмы адукацыі, але прыйшлі да высновы, што ўсё ж такі это нельга казаць пра рэформы ўсёй сістэмы адукацыі. Тым не менш, калі казалі пра ізноўку, як было пададзена, па вашаму меркаванню, вырвана з кантэкста, але прапанова іх, каб усе з першага класа вучні вучылі англійскую мову і па 5 разоў на тыдзень, то есть кожны дзень быў урок. Фактычна, па-першае, наўрад ці гэта будзе ўжо з наступнага навучальнага года, па-другое, няма столькі настаўнікаў, колькі для гэтага патрэбна, і трэцяе, з ваших слов, не гэта мели на увазе айтишники, калі нават так и пропановывали зрабіць. Я думаю, что и не будет столько желающих учить английский язык, потому что это заблуждение думать, что все школьники только мечтают учить английский язык 5 раз в неделю. Это так могут думать люди, которые далеки от системы образования. Я вообще противник универсальных каких-то подходов в системе образования. Уж извините за то, что я говорю, что я еще раз произнесу, что я об этом везде говорю. Чем старше школьники, тем у них должно быть больше выбора. К старшим классам кому-то нужно больше английского, и пусть он выберет больше английского. Точно так же неправильно, как неправильным является решение 6 часов труда. Мы это обсуждали, 6 часов труда в неделю для старшеклассников. Но я считаю, это точно так же, это прозвучало как-то, как вы говорите, и точно так же ретивые чиновники Министерства образования взяли под козырек. И никаких 6 часов уроков труда в реальности в школе нет, потому что нету мастерских, нету учителей, да и ученикам 6 часов труда в неделю многим не надо. Но с другой стороны, я знаю много учеников, которые не хотели бы учить ни тригонометрию, ни логарифмы, и даже не английский язык. А они бы хотели, чтобы у них было 6 уроков труда, чтобы к 17 годам у них была профессия. И надо уважать этот выбор, и ему способствовать. А может быть, найдутся школьники, которые захотят, чтобы у них было 6 уроков труда и 6 уроков английского в неделю, но без алгебры. Надо подумать, возможно, в этом есть здравый смысл. Особенно, еще раз, я скажу, в старших классах к этому надо идти. Что касается того, что произошло в пятницу в ПВТ, я думаю, что это было то, что называется в бизнесе протокол о намерениях. Что да, есть проблемы, давайте подумаем, что нужно менять. И в качестве одной из проблем было названо слабое знание иностранных языков белорусскими школьниками. Это правда. А вот уже конкретные механизмы решения, я думаю, в будущем будут найдены. Мне еще зацікавила такая, ідея, скажем так, як виртуальные классы.
маўляў, вот больш будуць вучні са сваімі настаўнікамі, вось дзесьці віртуальна, праз інтэрнэт, праграмы і гэтак далей. Я просто дзеля цікавасці адразу, пакуль вы пачнеце гаварыць, адказваць, каментаваць гэтую ідэю, прачытаю. Адзін з нашых гледачоў падзяліўся сваімі назіраннямі, што ўжо вот на выходныя пасля таго, як прагучала гэтая ўся ідэя, ехаў у электрычцы, і в электрычках жанчыны чытаюць часопіс «Однако жизнь», не ведаю, правда, што за часопіс такі, дзе пісатель Максім Калашнікаў піша, што лічбавая адукацыя вядзе да дэбілізацыі. Ёсць і розныя меркаванні. Адныя кажуць, што вот дэбілізацыя, трэція, другія, што за гэтым будучыня. Лічбавыя класы, віртуальныя класы. Наколькі гэта, што гэта? Опять же, как я могу судить? То есть я там не был, значит, я сужу о том, что было в пересказе СМИ, которые не всегда корректно и точно передают информацию. Ну уж извините за прямоту. Так вот, использование современных достижений науки, техники, технологий в образовательном процессе, да, конечно, очевидно нужно. Нужно в образовательном процессе и видеоуроки, и видеолекции, и демонстрации, и обучающие компьютерные программы. И от этого, как правило, учебный процесс может стать более интенсивным, более интересным, более качественным. Что нужно учитывать? Не имеет смысла сделать видеоурок по одной теме и не делать по другой теме. Не имеет смысла подготовить прекрасный набор обучающих программ по одной теме и не сделать по другой теме. Имеет смысл готовить весь учебный курс по предмету, причем не для 7 класса или для 9, а если это физика с 7 по 11, то должна быть поставлена глобальная задача создать учебный курс с использованием самых современных технологий по физике с 7 по 11. Дело в том, что отдельные темы, отдельные какие-то проекты, они не вписываются, их очень тяжело вписать в курс обучения. Они кажутся чем-то инородным и странным. Поэтому, если делать, а я надеюсь, что именно про это и пойдет речь, когда дойдет до обсуждения реальных шагов, и я надеюсь, что, опять же, те лидеры IT, которые были на встрече, они известны своим системным, продуманным подходом к делу. Значит, вот когда дойдет до дела, будут создаваться именно такие курсы по всему предмету. Потому что набор отдельных тем, вообще никак не решает. Есть еще один момент в этом, когда от учителей начинают требовать, так давайте, делайте вперед. Для меня это вообще очень странная идея. Понятно, что во все времена были учителя-энтузиасты, учителя-подвижники, которым даже не за деньги, а за идею делали что-то интересное. Но все-таки учитель – это массовая профессия. А требовать от представителей массовой профессии, чтобы они сами разработали себе курсы по всем предметам, на мой взгляд, странно. У меня есть такая аналогия, как всякая аналогия, она условная. Вот есть еще одна массовая профессия – это водитель рейсового автобуса. Он тоже, как и учитель, 1 на 1 со своим классом, а водитель 1 на 1 со своими пассажирами. И я думаю, что это профессия водителя автобуса в Минске, да, или в другом крупном городе. Это профессия, которая требует высокой квалификации, высокой ответственности, других каких-то важных человеческих качеств. И очень важно, чтобы этот водитель довез пассажиров из пункта А в пункт Б без происшествий и с соблюдением правил дорожного движения. Вот я не думаю, что водителю автобуса стоит экспериментировать с правилами дорожного движения или экспериментировать с маршрутом. Повезу-ка я вас по другому маршруту, наверное, он получше. При всей условности сравнения, да? Мне кажется, что
хороший учитель, это надо смириться с этим, с этой мыслью, мне кажется, что если он просто хороший ремесленник, вот я ничего негативного слова ремесленник не вкладываю. Это уже очень хорошо. Он должен знать свою профессию, он должен знать, как провести урок, он должен знать основы. Во-первых, он должен знать свой предмет, он должен знать психологию, он должен уметь общаться с классом, он должен донести свою мысль для учеников, он должен знать, как объяснить материал, проверить, как ученики его поняли этот материал, осуществлять обратную связь. Там достаточно много ему надо делать. Если учитель просто хорошо выполняет свое ремесло, уже очень хорошо. Не стоит ожидать или требовать, тем более от учителей в своей массе, чтобы они еще вот сами это все придумали. Вот мне кажется, что приход IT-технологий и айтишников, и компаний, IT-компаний в эту отрасль был бы крайне желателен, чтобы это делали не учителя в школах, да, надо делать при помощи учителей. Учителя могут тестировать этот продукт. Они его могут и должны обсуждать, и с ними надо согласовывать. Но делать его должны те, чья профессия делать какие-то IT-проекты. Вы не один раз и в эфире наше радио, и так писали у себе, скажем, на сторонце в Фейсбуке про то, что вельмі шмат даводзіцца настаўнікам запаўняць розных паперак, дакументаў, якія, можа быць, нават і не патрэбныя. Адна з ідэй зрабіць вось такі электронны справазварот. Наколькі гэта вот актуальнае, наколькі оно реальное? Кстати, да, вот это актуально, потому что, как я понимаю, речь идет о базах данных. Когда учитель ставит оценки, он должен еще посчитать проценты, не помню чего, и, в общем-то, я их и не считал, и отказывался считать, но я ушел из школы в 2006 году или 2007, тогда еще как-то с этим было попроще. То есть я не считал, ну, в общем, какие-то безумные проценты стали чего-то считать, я даже не очень понимаю, что все учителя считали. Но если вместо и бумажного, и электронного журнала, который есть сейчас в большинстве школ, что вообще абсурд и дикость. Такого, наверное, нет нигде, ни в одной стране мира. Останется только электронный журнал. И учитель выставил оценки. То дальше программа сама посчитает все, что нужно. Она посчитает и процент учеников, которые написали контрольную на 10, и на 9, и на 8. И процент учеников, которые учатся по всем предметам на 10. И которые учат... Понимаете, это все может посчитать программа. Это несложно, между прочим, реализуемо. Это только надо ТЗ поставить. Это одна сторона вопроса. И то, что труд учителей значительно упростится, и они не будут заниматься всякой чушью, потому что это же еще и бессмысленный труд. Эти все данные, я вот так и не понимаю, зачем их считают. Это вторая сторона медали, о которой я сейчас скажу. Так вот, учителю придется меньше заниматься и считать вот эту всю чушь никому не нужную. Ну, было бы прекрасно. Вторая сторона медали, что и отчетов в принципе должно стать поменьше, в моем понимании, потому что они не несут никакой, на мой взгляд, смысловой нагрузки, я, может быть, ошибаюсь. И бессмысленно составлять какие-то отчеты, вот, что в электронном виде, что в бумажном. То есть я бы еще и часть отчетов бы просто отменил, как не несущие никакой смысловой нагрузки. Но, безусловно, внедрение IT-технологий, чтобы был только электронный журнал, и чтобы программа считала всю отчетность, которая только кому-то там нужна, по-моему, прекрасная идея. Наколькі з існуючай сістэмай кіраўніцтва нашай адукацыі, я маю зараз на ўвазе Міністэрства адукацыі, можна ажыццявіць вот усе найлепшыя пажаданні, там, ваши, айтишников наших, яшчэ некага? Думаю, что вообще невозможно. И речь идет не про нынешнее руководство Министерства образования, а про всех руководителей, которые были за последние лет, наверное, 12-14. То есть я не могу сказать, ну вот сейчас министр не тот, а вот если бы был вот тот министр, не знаю, вот то, о чем я говорю, происходит на протяжении последних где-то 12-14 лет, когда ничего не создается конструктивного в системе образования. То есть речь идет не
о нынешнем министре и Министерстве образования, а вот о системе вообще управления образованием, а оно, как мы уже обсуждали, двоякое. То есть это не только Министерство образования, но и местные органы власти, которые при управлении системой образования ничем не лучше Министерства образования. То есть, что одни ничего конструктивного не делают, или я об этом не знаю, что другие ничего не делают. На мой взгляд, конечно, всю систему управления образованием надо менять. И я бы очень хотел, чтобы ее возглавлял человек из ПВТ. Причем не просто вот некий эффективный менеджер какой-то компании, а вот из тех глобальных руководителей. Нельзя, на мой взгляд, реформировать систему образования, поставив на ключевые посты только эффективных менеджеров. Да, это надо, но возглавлять ее должен человек с таким стратегическим, глобальным мышлением. Это может быть, на мой взгляд, один из тех, кто присутствовал на этом совещании. Или, я не очень знаком там, кто может быть руководителем, там какая-то своя, наверное, система кадровой работы. Но вот, на мой взгляд, руководитель должен быть кто-то из первых лиц ПВТ, да, для которого это будет основная работа, не дополнительная, что вот он, там каждый день часик над этим потрудится, а потом даст задание своим эффективным менеджерам. Мне кажется, не получится. То есть в моем понимании это должна быть основная, глобальная, тяжелая работа для человека с незаурядными интеллектуальными и нравственными качествами. Вот зараз яны кинуть свои миллионные доходы, бизнес и пойдут в министерство. Почему нет? История знает такие сюжеты, потому что, послушайте, если у человека, условно говоря, я не готов давать кому-то советы, но я знаю историю, когда там у человека, условно говоря, есть там 50 миллионов или 100 миллионов, и он думает, хорошо, у меня их будет 200. И есть люди, которые говорят, я готов служить стране, и вот, кстати, на очень тяжелом, неблагодарном, таком запущенном участке. Я не удивлюсь, если Родина скажет, что такие найдутся. Я в прошлом нашем сюжете о передаче о белорусской национальной идее, я говорил о том, что я считаю лидеров парка высоких технологий теми реальными патриотами нашей страны, которые очень многое для нее делают. И я не удивлюсь, если среди них найдется тот, кто возьмется за эту работу. Тем больше, учитывая про то, что с бюджетом у нас проблемы, и подвышать заробки наставникам нема откуль, и уводить гэтые, там, ствараць нейкія новыя універсітэты ці дзіцячыя там нейкія там класы, віртуальныя класы, пераводзіць это ўсё на нейкую лічбавыя вот это ўсе лекцыі, у дзяржавы нема сродкаў, атрымліваецца, это ўсё кладзецца на плечы таго ж самага парка высоких технологий, ці, скажем, асобных кампаний, ці вот таких людей, якія здольныя і згодныя пайсці на такія траты. Вот можно я скажу о том, вы в самом начале передачи задали вопрос, а с чего надо начинать? Я свое наивное суждение скажу. Я бы начинал не с того, чтобы еще что-то потребовать от учителей, потому что учителя, когда слышат про реформу образования, нервно вздрагивают, а может, теперь уже и не вздрагивают, привыкли, что от них еще что-то потребуют. Еще ни один министр образования, а их было очень много за последние годы, не начал свою деятельность с того, чтобы предложить что-то дать учителям. Речь идет не о деньгах, мы уже обсуждали, это просто резкий всплеск инфляции страны. Но дать учителям по 2 дня отпуска на осенних, зимних и весенних каникулах, чтобы они перевели дух дополнительно. Освободить учителей от несвойственных им обязанностей. Освободить учителей от обязательства подписываться на никому не нужные газеты. Перестать унижать учителей вот таким образом и дать им хотя бы по 2 дня отпуска на каникулах, вот я бы с этого начал бы реальную реформу системы образования. Дякую вялікі. Евгений Левянт, Зміцер Лукашук, сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. Пачнем, можа, рэформу з таго, што прапанаваў спадар Яўген. Дякуй, слухайте нас. Спасибо.